нас вот здесь в кыргызском обществе тоже есть деятельность по оправданию репрессированных советским аппаратом. И в этом плане у нас сейчас идет попытка открыть архивы бывшего КГБ для того, чтобы они стали доступны для изучения историков, общественности. У нас сейчас вот издан 10-томник с именами репрессированных. Кто-то из них оправдан, кто-то еще не оправдан. Что вы могли бы посоветовать кыргызскому обществу, как нам быть с этими людьми, потому что мнения разные. У нас многие говорят, что если откроются архивы, там родственники, которые друг на друга писали доносы, могут там разругаться, и это может привести к каким-то социальным напряжениям. На мой взгляд, это искусственно привнесенная мотивация для того, чтобы не открывать архивы. Это та теория, которую развивали сотрудники КГБ еще в советское время, еще в годы перестройки, когда этот вопрос начал всерьез дебатироваться. Именно от них и исходили эти все утверждения. Реальность иная. Во-первых, в подавляющем большинстве дел никаких доносов нет. Миф о том, что все было в результате доносов, это не более чем миф, попытка переложить ответственность с карательных органов на общество. Реальность была абсолютно иной. Во-вторых, гораздо хуже, чем эти сами доносы единичные, которые могут быть обнаружены, гораздо хуже атмосфера подозрений, как правило, необоснованных. И от нее происходит гораздо больше проблем. И в-третьих, мне неизвестно ни одного случая, когда кто-то, увидев что-то в деле, пошел разбираться с потомками обидчика. Это как-то вообще по нашим временам выглядело бы дико совсем. И даже в те годы, хотя было известна роль Молотова и прочих в организации репрессий, никаких для них последствий это не имело. Был когда-то слух, что кто-то из бывших репрессированных при встрече дал Молотову по физиономии, но похоже, что это тоже только такой миф успокаивающий. Реально никто из них не пострадал. Из реальных организаторов репрессий, из следователей, которые вели дела, которых вернувшиеся репрессированные знали и встречали. Все эти разговоры – это только предлог, чтобы не открывать архивы. Открытие архивов покажет не отдельных виновников. Открытие архивов покажет масштабы преступлений государства. И, может быть, научит относиться к государству с некоторым, с презумпцией подозрения. Что, вообще говоря, государство должно быть под контролем. В принципе, это главный лозунг актуальный, что государство должно быть под контролем общества.